женский вокально-инструментальный ансамбль имени птицы Тылу Бурдо. А, вот так вот. Вот так вот. Очень как советский оркестр советской армии и краснознаменного Да, флота да. при отсутствии армии и флота. Вот Да, как-то так да, получилось. да. Да. Это было общение через импровизацию. Вот. А люди подобрались все очень свободные, я повторяю, как бы акцент делаю, а свободные в своем сознании, поэтому им импровизировать голосом, это просто выражать свою свободу сознания через голос. И поэтому было очень просто и легко воплощать совершенно разные безумные идеи. Вот все. Первый концерт. Первый концерт это, наверное, 98 год. Это Или 99-й. золотые годы для Ижевска. Ну, это был концерт Димы Манылова в библиотеке Некрасова, где мы там ему подбякивали. Всякие такие штуки. Друг мой женский. Все дела. Тылы Бурдо, я сегодня специально залез, ну раз уж я решил докопаться до этих штук, я залез в интернет и начал смотреть. Значит, там вариантов-то много. То есть Тылы Бурдо это просто птица, есть вариант. Есть это огненное крыло. То есть птица, огненное крыло. Так получается. Да, вот у нас была прекрасная девочка Полиночка Лихачева, которая вот это все как раз нами, эту концепцию-то и развела. Так. Да, птица Тылы Бурдо, огненное крыло, так стала называться наша группа после того, как мы отмели вокально-инструментальный ансамбль имени птицы Тылы Бурдо. Да, чтобы было красиво и сказочно. Но на самом деле, конечно же, у меня возникла сразу такая ассоциация прямая. И, кстати, несколько ассоциаций, но они все классные. Тыл, вот и попа, бурдо, как бы крылья, да, ну, то есть это вот женская история, да, как бы ты летучая, и в то же время ты наседка, в то же время как бы ты вот миросоздательница, и в то же время ты парящая, да, два соединения, двух противоположностей через состояние женскости, да, ну, то есть вот у меня женское тело, почему бы нет, вот, потом тел, да, как огонь, бурдо это нечто крылатое там или плавниковое, тоже вот это, да, огонь, что такое? Ну, агни-йога, да, огонь, дух, опять-таки про дух. Ну вот, то есть этимология классная, вот удмурты, вот они удмурты, вот у них не простые слова, а составные, да еще из каких частей, можно по-разному интерпретировать, вот это наши с вами удмурты, потому что мы здесь живем, у нас есть такой богатый на свободу край. Как можно управляться с таким количеством музыкальной вот этой всей информации и прочего? Опять, то есть у вас нет композиции или вы все-таки аранжировки присутствуют? Конечно, присутствуют аранжировки. Кто пишет аранжировки? Ты знаешь, раньше, ну вот где-то лет, наверное, ну, там, не знаю, до 15-го года, даже чуть пораньше, наверное, они создавались, мы могли позволить себе долго делать какие-то вещи, и они создавались, как бы я просто корректировала. Вот это подходит, вот это не подходит. Но мысли, идеи были не все мои, а, наверное, ну, 2/3 добрые, 2/3 они шли от девчонок. Ольга, например, на бас-гитаре или Наташа на бас-гитаре, они свои мысли делали. Ну, мы, конечно, это согласовывали, мы слушали, как лучше звучит, вот так она сыграет, вот так сыграет. Там цимбалы и так далее. Ну, какие-то моменты я подсказывала мелодически, потому что у меня с мелодией проблем нет, я в любой момент могу сразу дать любое соло, пожалуйста. Но это тогда была бы, вот то, что сейчас в основном присутствует, поскольку сейчас уже времени мало, я чаще просто даю человеку, вот ты делай это, просто это быстрее. Раз. У нас времени меньше тратится на аранжировку.
Ну, хотя и сейчас тоже даже, вот, например, какие-то моя подача может очень хорошо корректироваться музыкантом так, что она будет уже не моя, а его или наша общая. Вот. Золотые круги. Это то, что вот мы с чем Кудымкар ездили, с чем, может быть, мы сейчас на Аваз поедем вот в мае в Казань. Это программа вообще была такая идея сделать программу Мы же делали удмуртские песни, как бы в основном северу Удмуртии, где у них не сохранилось памяти в большинстве о том, какому роду принадлежат ну, та или иная деревня, та или иная семья. На самом деле у удмуртов вот этот вот родовой строй, он сохранялся, ну и сохраняется еще до сих пор. А в 80-х годах насчитывалось более 100 родов, особенно на юге Удмуртии. То есть что такое род? Это вот значит вот несколько семей или деревни. У них есть общая святыня рода, варшут, хранитель. Да. Угу. У них есть название, у них есть тайное имя у всех, как бы вот такое тайное имя. Они принадлежат к этому, то есть остатки родоплеменного строя. В 21 веке клево, да, мы с вами живем. Вон нам с вами повезло в Удмуртии. Вот с этим совсем в современном мире прекрасно соприкасаться, жить, и можно узнавать что-то и кайфовать от этого. Вот. И вот именно, это все у нас больше сохранилось на юге Удмуртии. И вот поэтому вот перевернулись с севера, с крижей вот с этих вот, которые меня торкнули еще в начале там 2000-х годов, с капеллы, кстати, торкнули. Анатолий Михайлович Щербаков сделал такие офигенные совершенно обработки, а потом уже познакомились и с Мариной Ходыревой, и с Сашей Иминым, которые записывали. И это было просто, когда кластер на кластер, и у каждого его голоса вот так вот идет своя мелодия, а они соединяются в такие удивительные звуковые пятна, клевые, они переплетаются, и это очень круто. И когда я услышала, как это звучит, ну, как бы у бабушек, а звучит на самом деле так же, как и в хоровая, вот, то есть у нас Анатолий Михайлович, он как бы все правильно сделал, просто он немножко расширил, потому что у академических певцов значительно шире диапазон, это звучит богаче, но принцип-то, да, тот же, это меня тогда поразило, да, и то есть вот этот момент, что вижу, то пою, то есть тут же здесь же момент, там, рождающаяся мелодия, рождающаяся тема, то есть это жизнь не запланированная, да, импровизация. А сейчас вот мы возвращаясь к какому, получается, 17-му году, у нас на юг Удмуртии, там тоже есть такие напевы, но их меньше, но зато там есть вот эти вот напевы родовые. И когда, ну это известная информация, просто мы с вами с ней не соприкасаемся, но она есть, наши ученые прекрасно работают, классные фольклористы. И они пишут о том, что даже вот предположение, что у каждого рода, ну вот песни, они похожи друг на друга между собой, вот песни рода. Но песни между родами, они немножечко разные. Отличаются. Потому что, ну то есть предположение, что вот в музыке через маленькие такие мотивчики, ладоритмические, как бы воплощен вот этот самый варшут. То есть его звуковое вот воплощение этого варшуда через вот эти мотивчики, которые из песни в песню, из напева в напев, они внутри рода как бы плывут. Это очень интересно. Вот это одна сторона золотых кругов. То есть, это круг родовой. Вы попытались вот эту... Это круг родовой. Но мы пока там 2-3 рода посмотрели. Вообще, на самом деле, у нас, вот, я нашла записи 5 родов всего, вот в то, что есть в нотах. А родов-то в 80-е годы больше 100 насчитывали. Вот в чем дело. То есть хочется тоже... Но поскольку мы двигаемся медленно, как я уже сказала, у нас немного песен в эту тему, зато мы дополнили хорошо родовой круг. У нас есть еще календарный круг, то есть в основном все-таки вот на севере Удмуртии там солдатские песни, свадебные песни, то есть все, что цикл жизни человека, хотя это тоже круг, я понял, да, о чем. А тут прям вот мы решили уже пойти там, ну вот по году, по календарю, это тоже круг. Ну и народные русские, которые записаны на территории Удмуртии, тоже туда вошли. Это, ну, то есть кругами это наша сфера, это то, в чем мы живем, да, вот золотые круги.
И вот через это мы как бы, через вот это название, через эту концепцию мы стали делать эту программу «Золотые круги». У нас есть вот какая-то некая уверенность в том, что мы можем делать по жизни то, что мы хотим. И мы это делаем всем смертям назло. Мы делаем то, что мы хотим, мы делаем то, что нам нравится. У нас настроение такое, мы сыграли в таком темпе, завтра другое настроение. Сегодня зал такой, мы в таком темпе сыграли. Нет, классно, нет, я не против, можно делать такую, блин, простите, я Ничего трогаю. страшного, ничего, да. Мы Может, что-то трогаем, сломать, там, да, можно как бы сделать такую, как это сказать, коммерческую программу, тыц-тыц, все хорошо, пойдет на ура. Но зато не будет возможности раз эту песню замедлить или там сыграть ее быстрее. А это же, ну, как бы это живое состояние. Мгм. Я вот такое люблю. Ну, то есть А я вы, делаю то, что вы люблю. проповедники все-таки. Я не проповедник, я делаю то, что мне нравится. Проповедник, значит. А думаешь, проповедник делает то, что ему не нравится, что ли? Ну нет, в моем идеальном мире, как ему нравится, приходят люди, он там... Я же никого не заставляю это делать, не говорю, что, ребята, делайте так. Ну, просто я вот хочу позволять себе делать так и позволяю, насколько это возможно. Сколько вам надо денег? Не знаю, Саша. Ну, Сколько надо, столько Бог дает, все хорошо. Господи, боже мой. Ну, сколько нужно? Вам, Откуда у я вас, знаю? как вы, вот опять, у вас сколько человек сейчас в группе? Нас 5, нам нужен новый микрофон, нам нужна новая аппаратура. Ну, это очень много денег. Я понимаю, да, примеры Нам нужен представляю. звукорежиссер штатный, ему надо платить зарплату, и нам тоже необходимо платить зарплату. Сколько это денег? О! А если нам будут платить зарплату, мы обленимся и перестанем творить. Поэтому не надо нам денег. Я шучу. И еще один круг замкнулся, да? Понимаешь, противодействие раздражает, противодействие... Это когда ты с котенком играешь, вот если ты руку высовываешь, то тебя царапает. А если ты расслабишься, то даже если он будет сильно кусать, он тебя не прокусит ничего. Вот это та же самая история. Но под воздействием страха и паники мы можем вот это вот делать. Но не надо. Лучше расслабиться. Тогда само пространство отпустит и отступит. Когда мы олицетворяем и говорим, ты нехороший, вы плохие, вы там то, вы там все, вы там это значит, вы напряжены. Но в нашей власти, в нашей возможности расслабиться. Это можно сделать, это с трудом, но можно сделать. Я это поняла, что можно, и это единственный выход. Потому что все, что происходит здесь, оно происходило и будет происходить в разных обличиях. Это постоянно. Это цикл. Тратить время и жизненную энергию, не так уж много, которая осталась на самом деле, туда расточительно. Я тебе скажу одно. Концерты, музыка, вообще, что бы мы ни делали, это наш способ любить. Это наш такой способ любить. У нас много разных способов любить. Проявлять любовь и, кайфовать, любить. Вот и все. Это просто способ любить. У нас же не так уж и много времени в этом теле, да, и в здоровом теле, тем более, если это вообще позволительно, да, сказать, что тело здоровое, оно подчиняется, не болит, более-менее. Класс! И музыка, мир музыки, и мир людей. И ты знаешь, у меня, кстати, однажды такой был классный, просто чудесное совершенно переживание было замечательное. В капелле стою. У меня было много таких переживаний, немного, несколько. Одно из них было такое. Вот я стою, пою, и вижу вдруг в людях, вот сидят в зале люди, и у меня крышу-то свернуло. Я смотрю, мне кажется, что каждая женщина в этом зале – это моя мама, а каждый мужчина, сидящий в этом зале, мой папа. И это я не могу, то есть я рассказываю, просто вот пустые слова вам проговариваю, но я это прожила, и это было мощное проживание. Это такое тепло и такой кайф, это такая связь, классная связь, не связывающая, не порабощающая, а наоборот свободная и кайфовая связь.
Вот совсем в этом мире. Во время пения вот это у меня произошло. Вот. Ну, что еще сказать? То есть мы все с вами на самом деле где-то когда-то встречались, радовались или наоборот печалились. И, может быть, еще встретимся, попечалимся, порадуемся. Но вот этот момент соприкосновения здесь сейчас через музыку, вот я болтаю ерунда, ведь, а вот если бы мы спели, что-то было бы интереснее, да, ведь? Вот через музыку. Кто У такой меня было Сережа? 3 волшебных пенделя. Первый волшебный пендель мне дал Сева Галкин, второй волшебный пендель Анатолий Михайлович Щербаков, и третий волшебный пендель и заключительный дал Сережа Ищенко. Можешь конкретно про все 3 пенделя? Ну, уже хорошо звучит, просто, или это личная информация? Сева Галкин это поэт или нет? Да, это поэт. Где-то он здесь есть. Сева удивительный человек. Мы были с ним знакомы очень недолго. Вот он, такой прекрасный человечек. Это человек, с которым я познакомилась в 88 году, или 89-м, который первый вообще сказал, что он не ест мясо, и шапка у него капроновая, и ходит он, как говорится, в валенках и лечит людей, просто вот мыслью и руками. И это в 89-м году было. Ну, то есть это не сейчас, когда вот этого всего полно, а это был мой ровесник, ему было 17 лет, и это был 89-й год. То есть если вы не дураки, вы поймете, что это было бриллиантом тогда. И это было очень необычно, это было очень... Просто сворачивало крышу моментально. И это было действительно так, это было реальностью. И это я испытала на себе. И я поняла, что такое тонкий мир, и я поняла, что такое свет, и что такое служение, любовное служение людям и миру через него. Но, к сожалению, в 91-м он ушел в мир иной, оставив несколько стихотворений очень глубоких и мощных. Его отец, по-моему, начинал у нас здесь, по крайней мере, тоже был йогом, интересным человеком, художником, и мама удивительная, и, в общем, и Рериховское общество тоже как-то вот у нас в городе, тоже как-то вот все это вот как-то вот это это то поколение, а вот Сева это как бы вот он ребенок, который взращен был на этой культурной и духовной почве, наверное, так, это мое предположение. И он, то есть вот эти семена, которые Севка кинул, и потом даже, когда он ушел, информация продолжалась. То есть можно так как бы, это действительно так. И потому что книг не было, а информация была. То есть это не читанная информация из каких-то источников, это просто вот информация. Вот она вот пришла и есть. Это первый пендель. А второй пендель Анатолий Михайлович Щербаков, который говорил, что чистота, красота и святость – это наше все. Это не красивые слова, это действие, это вся жизнь положена на это. И когда он сделал из ничего, из коллектива в нашем городе, где нет высшего учебного заведения, хоровую академическую капеллу просто вот так вот взял и поднял нас, я знала, что такое проявление энергии, я просто через него поняла, что такое энергия человека, который хочет и который может состроить всех и перебороть инертность каждого в этом коллективе и сделать невозможное возможным, не имея кадров, не имея профессионалов под рукой настоящих мощных, сделать невозможное возможным, и это было сделано как бы, в общем-то, при мне. То есть это такой мощный волшебный пендель. И когда он говорил, что дирижер это не белоручка, это труд чернорабочего, и хоровик это тоже труд чернорабочего. Это вот так приравнивается по своей силе. Это действительно было так, потому что и физически, и эмоционально это выкачивало по полной программе, но зато мы делали филигранно произведение. Я научилась петь. И Сережа Ищенко это пендель Пенделев, то есть это просто творчество в чистом виде. И тоже, когда мы с Сережей встречались, он говорил мне,
пиши по 3 стихотворения в день. И типа там можешь их выкидывать, сжигать, но пиши, вот пиши. И я такая, ну зачем? Он говорит, ну говорит, ты так, это надо вот писать. Потому что только таким образом ты можешь вот себе этот канал поэтический максимально развить. То есть ты, как я петь научилась, так же человек, поэт, учится писать, владеть словом через вот этот вот, через эту борозду, которую надо пробороздить. Надо вложить энергию, вот такое количество надо вложить энергии. И это все вот эти 3 пенделя, они говорили об одном и том же на самом-то деле. То есть это все в одну дорожку в моем сознании. Мгм.